Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Развод наивного электората по-депутатски. Нардепы Кыргызстана отказались отказываться от привилегий и неприкосновенности. Киргизско-таджикские батальоны на Дамаск. Потребует ли Россия от ОДКБ платить за союзничество? Жить осталось диабетикам ровно месяц. В Таджикистане запасы инсулина кончаются, а в бюджете не заложено средств на его покупку. Не маньяки-садисты ли узбекским милиционерам проверят психическое состояние на детекторе лжи? Юбилейный гражданин. В Кыргызстане празднуют рождение 6-миллионного гражданина. В Москве по инициативе российской стороны состоялось экстренное заседание ОДКБ. Постоянный совет, во главе которого стоит представитель Таджикистана Бадреддин Мирзоев, рассмотрел ситуацию вокруг сбитого Турцией российского самолета Су-24. Военный блок пришел к выводу, что данный инцидент расценивается как грубейшее нарушение норм международного права с самыми тяжелыми последствиями. Генштаб России представил свою версию произошедшего. Военным союзникам продемонстрировали фото и видеодоказательства об атаке Турции российского бомбардировщика над территорией Сирии. На схемах было показано, что Су-24, по которому был произведен пуск ракеты, не вторгался в воздушное пространство Турции. Он находился на расстоянии километра от турецкой границы и упал в 4 километрах от нее. Турецкий же бомбардировщик после пуска ракеты ушел вглубь территории Турции, при этом кратковременно нарушив границу с Сирией. Российские летчики катапультировались, один из членов экипажа погиб после катапультирования от огня с земли, а второй спасен и находится в безопасности. ОДКБ согласилась, что данный инцидент – прямое нарушение меморандума об обеспечении безопасности полетов в Сирии, заключенного с США и распространяющегося на все страны НАТО, включая Турцию. Союзники также постановили считать, что эта атака – грубейшее нарушение норм международного права с самыми тяжелыми последствиями. Между тем, пока позицию по Сирии высказал только один военный союзник России – Казахстан. И надо сказать, что заявление казахстанского МИДа очень осторожное. Турция – немаловажный экономический партнер и Душанбе, и Бишкека. Строительство, легкая промышленность, образование – сферы, в которых турецкая сторона хорошо представлена в этих республиках. Известно, что семья Алмазбека Атамбаева живет в Турции. Он сам там долго находился и часто посещает Турцию во время отпуска. Даже приезжал на свадьбу сына Эрдогана. Так пойдут ли на Дамаск киргизско-таджикские батальоны исполнять антитеррористические обязательства? Как отразятся взаимоотношения России и Турции на отношениях Стамбула и центральноазиатских стран? Вынудят ли Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан заплатить союзнический долг, присоединиться к экономическому наказанию Анкары? Экспертное мнение директора аналитического центра международных исследований МГИМО Андрея Казанцева. На данном этапе пока идет только такая дипломатическая пикировка и пикировка в СМИ. Это на турецком бизнесе, вообще на партнерстве центральноазиатских стран с Турцией никак не скажется. Потому что все центральноазиатские страны, несмотря на то, что они сотрудничают с Россией, они проводят многовекторные внешние политики. И точно так же, как на их отношениях с Западом не так уж сильно сказалось, ну, например, на отношениях Запада с Казахстаном не так уж сильно сказался кризис на Украине, точно так же и кризис в российско-турецких отношениях, он напрямую, например, на том же Казахстане не скажется. Другое дело, что вот неизвестно, до чего это дойдет. Слава богу, пока позиции и Москвы, и Анкары, они, в общем, достаточно умеренные. Обе страны четко сказали, что они ни в коем случае не хотят провоцировать войну, ни в коем случае не хотят доводить дело до открытого конфликта. То есть будет, какое-то замораживание отношений, будут некие санкции с российской стороны уже точно. И это, конечно, приведет к усилению таких геополитических рисков для инвестиций. А это, в свою очередь, конечно, будет сказываться на активности и турецкого бизнеса, да и не только турецкого бизнеса, в принципе, на всем постсоветском пространстве. Просто в силу возрастания геополитических рисков. Обострение отношений между Россией и Турцией, оно плохо для инвестиций. Но вот такого уж прямого катастрофического воздействия именно на позиции турецкого бизнеса в Центральной Азии, я не думаю, что оно будет сейчас иметь. Между тем, в Москве уже звучат настоятельные призывы к союзникам соблюдать интересы внешней политики России. Так, если США способны диктовать свою волю НАТО, то почему этого не может делать Кремль партнером по ОДКБ?
А для чего существует ОДКБ вообще-то? ОДКБ – это коллективные силы, да, которые должны, в общем-то, приходить на помощь друг другу. Мы не увидели этой помощи ни в войне, когда Грузия напала на Южную Осетию. Мы как-то не особо почувствовали в украинских событиях, чтобы они как-то там что-то, да, теперь там. Вот смотрите, американцы как-то умеют привлечь ко всем своим компаниям всех кого угодно, даже в том числе некоторых членов ДКБ в Афганистане и в Ираке. Почему же они сейчас не делают? Пусть это будет символический госпиталь, символическая какая-нибудь там небольшая часть. Полевая белорусская кухня. Да. А почему? Белорусы могут пару-тройку самолетов дать, у них авиация. Белорусы Катару оружие продают для сирийской достаточно неплохая. Но этого нету, мы этого не видим, потому что мы опять в этом плане пропустили все, потому что среди наших союзников есть новая форма политической проституции, называется многовекторная политика. В Таджикистане запасов бесплатного инсулина для диабетиков осталось только на 1 месяц. При этом таджикский парламент на прошлой неделе утвердил бюджет на следующий год, но не предусмотрел в нем средств на покупку жизненно важного диабетикам лекарства. Стоимость одного флакона инсулина составляет примерно 120 самани, это около $20, а минимальный уровень зарплаты едва превышает $60. В месяц больному диабетом необходимо как минимум 2-3 флакона инсулина, сообщает Азия Плюс. При этом средняя зарплата по стране около $150–180. Выплаты, например, в сельском хозяйстве едва превышают $50, а пенсии не намного выше. И позволить себе тратить на инсулин по $40–60 ежемесячно могут далеко не все диабетики Таджикистана, иначе им просто ничего не останется на еду. Провизия, кстати, больным сахарным диабетом тоже требуется особая, поэтому практически во всех странах больные сахарным диабетом обеспечиваются за счет государства бесплатным инсулином. Однако не в Таджикистане со следующего года. Депутаты сочли, что именно на этой статье расхода можно сэкономить в условиях кризиса. Всего в Таджикистане насчитывается порядка 34 тысяч диабетиков. Из них 3,5 тысячи нуждаются в бесплатном инсулине. Ежегодная сумма, которая требуется на его приобретение, составляет около $750 тысяч. Судя по всему, сэкономленные средства пойдут на строительство самого большого в Центральной Азии национального театра Таджикистана. Его смета, кстати говоря, до сих пор держится в секрете, но в бюджете он заложен. Впрочем, уже после того, как был утвержден бюджет, депутаты заметили просчет и поспешили заявить, что исправят ситуацию. Ведь, как пояснил спикер Шукурджон Зухуров, половина депутатов сами больны сахарным диабетом. А далее другие актуальные события в Центральной Азии. В Туркменистане вспоминают события 13-летней давности. Тогда Ашхабад заявил о покушении на Туркменбаши, предотвращенном властями, о якобы нападении на президентский кортеж и перестрелке в центре столицы. В тот же день Ниязов назвал виновником бывшего вице-премьера Бориса Шихмурадова и еще несколько десятков хоть сколько-нибудь заметных деятелей оппозиции. Мы являемся преступной группировкой, мафией. Среди нас нет ни одного нормального человека. Все мы ничтожество. О судьбах большинства ноябристов нет никаких сведений. Россия при необходимости сможет заместить импорт овощей и фруктов из Турции поставками из Азербайджана и из Узбекистана, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Сейчас на долю турецких овощей приходится 20% от общего объема поставок овощей в Россию. Министры энергетики стран Центральной и Южной Азии подписали окончательное соглашение по реализации проекта ЦАСа-1000, проекта, который позволит поставлять электроэнергию из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан в объеме около 1300 мегаватт ежегодно. Исламское государство опубликовало очередное видео, в котором перечислило 60 стран, являющихся врагами. В списке есть Россия, США, Израиль и даже Украина, Мальта и Молдавия, но нет Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана или Узбекистана. В Таджикистане российские военные отработали боевое применение вертолетов на предельно малых высотах с использованием рельефа гор и противозенитными маневрами. Минимальная высота полетов из-за сложного ландшафта Памира составляет 30 метров, скорость достигает 250 км в час. В Узбекистане обваливается черный рынок обмена долларов на суммы. Буквально за 2 дня курс доллара упал с отметки в 6200 суммов до 5200. Узбекские валютчики стали бояться покупать американский доллар. С каждым часом его курс падает. Крупные обменщики говорят, что чиновники в правительстве разозлились и якобы пообещали приравнять курс доллара на черном рынке валют с банковским курсом, который почти в 3 раза меньше.
Астана в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов сыграла в ничью с Бенфикой. Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 2-2, при том, что астанинцы вели по ходу игры. Президент казахстанского клуба заявил, что ничья с лиссабонской командой равна для астанинцев победе. Только что избранные кыргызстанские депутаты уже начали забывать собственные предвыборные обещания. Одним из главных лозунгов 4 из 6 прошедших в парламент партий был отказ от депутатских привилегий, включая неприкосновенность. Голосование по этому вопросу в парламенте показало, насколько киргизские депутаты умеют быть дружны, когда это касается собственных интересов. Накануне депутаты парламента большинством проголосовали против отказа от помощников, консультантов и служебных квартир. Всего киргизский парламент состоит из 120 человек, которые представляют 6 партий и множество более мелких групп по интересам. Однако в этот раз практически все народные депутаты встали плечом к плечу в защите собственного кармана. В итоге 70 голосов за сохранение массы привилегий, 36 против, еще 14 депутатов или отсутствовали, или воздержались от голосования. Таким образом, каждый депутат сохранил себе личного помощника и консультанта, которым платится зарплата из казны, а также служебные квартиры, арендная плата за которые также идет за счет налогоплательщиков. Единственное послабление, которое народные слуги позволили себе, это отказ от государственных машин. Впрочем, как посмотреть на это дело? Теперь ежемесячно будет выделяться по 40 тысяч сомов, это более $500 на горюче-смазочные материалы из специального депутатского фонда. Депутатские госномера будут перевешены на личные машины избранников, а значит спросить со слуги народа, куда и почему он гонял машину в неположенное время, теперь будет вовсе невозможно. Отказ от депутатских привилегий был одним из главных предвыборных обещаний 4 из 6 партий, прошедших парламент: Республики Атаджурт, Бирбола, Атамекена и Кыргызстана. В итоге только фракция Республика Атаджурт проголосовала за отмену привилегий. К ним присоединились, как неудивительно, 8 депутатов от пропрезидентской партии СДПК, которые такого и не обещали. Ранее парламентская комиссия по оптимизации расходов парламента порекомендовала нардепам не отказываться от привилегий, так как сокращать только потому, что давали обещания, нельзя, иначе можно потерять эффективность и в результате государству будет нанесен еще больший ущерб. Заодно по ходу голосования выяснилось, что отныне информация о расходах парламента проходит под грифом «для служебного пользования», то есть ни для СМИ, ни для наивного электората. И практически одновременно с этим историческим голосованием в парламенте Кыргызстана рассматривали и вопрос установления выплат воинам-афганцам. Комитет парламента также дружно ветеранов прокатил. Оказалось, что в казне дополнительных 34 миллионов сомов, это чуть более 450 тысяч долларов, на это нет. Во всем виноват мировой финансовый кризис, сказали чиновники. Кстати говоря, если бы парламентарии все-таки отказались от привилегий, то высвободилось бы почти 700 тысяч долларов, которых бы с лихвой хватило бы ветеранам-интернационалистам. Уже со следующего года в Узбекистане всех сотрудников милиции и кандидатов на службу в силовые структуры будут проверять на психическое здоровье. МВД надеется таким образом сократить число самоубийств среди милиционеров, а правозащитники исключить из узбекских органов людей с маниакальными наклонностями, которые все чаще пытают задержанных до смерти в особо извращенных садистских формах. Множество раз правозащитники обращали внимание на особо жестокие методы узбекских милиционеров при выбивании показаний. Среди пыток, практикуемых в республике, встречаются удары электрическим током, изнасилование дубинками, забивание иголок под ногти, ломка пальцев, рук, не говоря уже об избиениях и удушениях. Сложно представить, чтобы психически здоровый человек мог спокойно практиковать такие методы, больше похожие на пытки гестапо или действия признанными маньяками убийц. По информации ОЗДЛИК, для самого МВД введение проверки на полиграфе – попытка избежать многочисленных суицидов среди сотрудников. Сами офицеры не верят в реальность осуществления проверки. Источник, пожелавший остаться анонимным, иронически заметил, что в Узбекистане нет детектора лжи даже для проверки преступников. Откуда же его взять для своих сотрудников? Между тем появилась информация, что наманганская милиция придумала свой способ отбора сотрудников. УВД, собрав на стадионе многочисленных кандидатов, попросила их написать диктант. Однако большинство не справилось даже с этим. Вчера вечером в Кыргызстане родился 6-миллионный кыргызстанец. Ею стала малышка из семьи военнослужащего. Вес новорожденной почти 4 килограмма. Интересно, что одновременно с ней родилось еще 10 детей, а всего в республике с 6 вечера до 6 утра, в период, когда по расчетам демографов должен появиться юбилейный гражданин, родилось 122 младенца.
Малышка родилась в городе Аше. Ее отец кадровый военный, мать домохозяйка. Всего в семье 5 детей. Малышка стала 6-й. Президент страны поздравил родителей новорожденной и пожелал малышке крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни. Атамбаев поручил правительству выделить семье отдельное жилье, а также новорожденной кыргызстанке открыть депозитный счет на 1 000 000 сомов, это примерно 14 тысяч долларов, а также выделить семьям 10 младенцев, родившихся практически в одно время с ней, по 100 тысяч сомов, по 1500 долларов в виде единовременной материальной помощи. Рождение 6-миллионного жителя страны Кыргызстан отметит концертом. С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.